Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке предоставляет своим студентам уникальную возможность принять участие в программах академической мобильности в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона в течение одного семестра или учебного года. Подробнее об этом в материале Иннокентия Кычкина. Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете активно развивается академическая мобильность. Студенты из разных регионов России и стран мира могут полететь по программам обмена в Китай, Южную Корею, Японию, Бразилию, Вьетнам, Малайзию, Индию и Таиланд. Участвовать можно, начиная со второго семестра обучения, имея пройденную первую сессию всем студентам, независимо из какой вы страны, а также учитесь вы на бюджете или договорной основе. По словам сотрудников, принять участие в программах обмена могут студенты бакалавриата, специалитета или магистратуры. Это возможность погрузиться в среду образовательного университета, в котором проходит обучение, и окунуться в то академическое братство, как можно сказать. 161 студент у нас принял и поехал на стажировку. В Бразилию был один человек. Были ребята, которые поехали там в Таиланд и в Малайзию. Есть институты Индии. Ну, конечно, основная часть, которой больше всего интерес составляет база, да, это 3 страны, это Япония, Китай и Южная Корея. Почему именно эти страны? Потому что Восточный институт, в котором обучается большая часть тех ребят, которые едут на стажировки, она является сильной школой востоковедения, одной из сильнейших в России. Для участия в программах обмена необходимо иметь высокий рейтинг академической успеваемости, мотивацию, а также хороший уровень владения языка. Одно из главных условий – не иметь академических и финансовых задолженностей. Обучение может происходить как на английском, так и на национальном языке страны. По словам студентов-якутян, для прохождения необходимо собрать пакет документов, а также пройти собеседование на английском либо выбранном вами языке страны. Я ездила в Китай, в город Ухань, в научно-технический университет Хуаджун. У меня появилось очень много друзей из разных стран. Мы до сих пор общаемся и переписываемся, держим связь. У нас у всех другой менталитет, другая культура, но у нас единое — это то, что мы изучаем язык, открываем мир вместе в другой стране, поддерживаем друг друга. И языковой барьер — это не как стена для нас, а как мостик, через который мы можем пройти вместе. Когда ты каждый день общаешься на китайском или на английском, у тебя, соответственно, повышается твой уровень языка. Не только повышение уровня, это погружение уже в среду, в атмосферу, в культуру. И в целом вообще незабываемые впечатления от Китая. Академическая мобильность ДВФУ дает студентам возможность не только теоретически расширить знания языка, но и на практике погрузиться в среду, почувствовать менталитет и культуру другой страны. Иннокентий Кычкин, Владивосток.